Все, не, я просто, все. Вторая. Начали. 10? Давайте начинаем. Друзья, мы собрались обсудить самую актуальную на сегодняшний день тему. Это выборы 18 марта, которые волнуют и нас, и граждан России. И я предлагаю начать с того, что каждый сам себя буквально очень коротко представит, потому что не все, кто смотрит как бы нас за столом, знают, кто мы такие. Я Зуфар Камалов, физик по профессии, кандидат технических наук, работал в академических институтах, и я не являюсь политиком, я гражданский активист, и буду по мере возможности ведущим этого вечера. Я предлагаю сейчас представиться известному гражданскому активисту Айрату Дильмухаметову в первую очередь. Айрат Дильмухаметов, представляю Башкирское национальное демократическое движение, публицист, политик. Так, Ян. Двинскиян Владимирович, доверенное лицо Павла Грудинина, заведующий молодежной политикой партии КПРФ Республики, первый секретарь Ленинского комсомола. Виктор Золотарев. Я Виктор Золотарев, инженер, блогер, пишу в основном на политические темы. Я хочу отметить следующее, что все, кто здесь собрались, это люди, которые говорят искренне, прямо, и поэтому я думаю, что наша беседа будет интересна. Я предлагаю на тему выборов в первую очередь высказаться Айрату. Спасибо. Но самое первое, что хотелось бы сказать, слово «выборы». То есть я здесь выборов не вижу. Как это назвать? Выборы без выбора. Есть слово «не выборы». Процедура. То есть, Имитация. ведь проблема не в самом 18 марта. Даже придут люди, не придут, будет явка или нет, или сколько в итоге протокол получит те или иные кандидаты, а то политическое состояние общества, те свободы, которые у этого общества есть. У нас в 2018 году мы подошли к тому, за 18 лет правления действующего президента, что этих политических свобод практически не осталось. Поэтому правильно, я считаю, называть это процедурой переназначения действующего президента. И о выборах здесь говорить нельзя. Ян, какое твое мнение? Наше мнение довольно ясное и понятное касательно кампании. Мы считаем, что мы прекрасно все видим, что сегодня фальсификации на выборах – это прежде всего отсутствие явки. Это прежде всего и всякие идеи забастовки, они стимулируют те фальсификации, которые мы встречаем и на участковых комиссиях, и в территориальных комиссиях. Тем больше мы бойкотируем, тем больше мы игнорируем, тем больше мы помогаем и так этим нечестным выборам, которые и так переполнены фальсификациями. И сегодня мы считаем, и позиции КПРФ, и позиции Павла Грудинина сегодня необходимо консолидировать общество. И наша программа, она является не исключительно программой КПРФ, это программа, которая выдвинула более 100 общественных организаций. И эта программа, она является, по нашему мнению, социальной. Это прежде всего социальная программа. Это прежде всего программа, которая позволит сегодня выйти нашей стране, или, по крайней мере, пойти к тенденции того выхода из сегодняшней рецессии, стагнации двух положений нашей экономики. И касаемо сегодняшних выборов, мы, конечно, исключительно призываем прийти проголосовать, потому что если вы не придете на участки, ваш бюллетень все равно окажется в урне. А те, кто сегодня бойкотирует выборы, то мы, конечно же, призываем принять участие в наблюдении. Потому что мы все прекрасно понимаем, что эти выборы будут фальсифицироваться, как фальсифицировались выборы уже десятки лет в нашей стране. И сегодня единственный способ сделать эти выборы более достойными, конечно, мы не считаем эти выборы честными, но тем не менее более достойно пройти через эти выборы, потому что у нас есть такая гражданское право и такая возможность, такой инструментарий в политической борьбе. Это, конечно же, вести контроль этих выборов. Такова наша позиция. Спасибо. Виктор? Давайте я сделаю краткую оценку. До выборов осталось меньше недели. Я их называю все время не выборы. Так я их называю уже где-то 3 года. К сожалению, в Башкирии полностью с начала Рахимовым, почти в течение 20 лет, был полностью уничтожен вот этот выборный процесс. Это же происходит и по России. 7 лет уже руководит Хамитов. И точно так же, значит, депутатский корпус у нас не избран.
фальсификации у нас стопроцентные. То есть у нас 3500 УИКов. Вот, на мой взгляд, практически все они, ну, может быть, из них там небольшая часть, несколько десятков, не фальсифицируют протоколы, а все остальные фальсифицируют. Этому есть четкое математическое доказательство. Явка, о которой они сообщают, ЦИК Башкирии, вот эти 70-75%, такой явки в реальности не бывает. Все мы работали и на УИКах, и изучали явку и на селе, и в городе. Явка реально в городе всегда меньше 50%, бывает и 40, и 20. Явка на селе бывает и 10, и 20, и 30 максимум процентов. Все остальное приписано. И для того, чтобы вы получили среднюю большую цифру на 3500 УИКов, вам необходимо все протоколы сфальсифицировать. Так вот, выборов на сегодня нет, их не будет при нынешнем режиме, который создался в стране. Есть спецоперация, которая контролируется на всех ее этапах многократно. То есть и во время выдвижения людей, ну, допустим, Навальный не допущен, но тем не менее ему дали орудовать в политическом поле. Все остальные 8 человек допущены, но они играют как, в общем-то, фигурами на этом поле. К сожалению, полностью будет все под контролем и сам результат, и фальсификации на всех этапах. Это и в момент, ну, мы видим, что если даже мы смотрим телевидение, то там все забито Путиным с утра до вечера на самых разных каналах. То есть идет обширное массированное давление пропагандистское, продвижение Путина. Кроме того, сам Путин, и это многократно, мне очень нравится, как Слава Рабинович это дело подробно расписал юридически и показал, что, конечно же, это уже там 4-й или это 5-й срок, причем там в сговоре с Медведевым и так далее. То есть человек совершенно не имеет права по Конституции идти. Причем необходимо отметить, что в этих невыборах все ветви власти, все чиновники государственные, сам депутатский корпус, который у нас давным-давно является не избранным, а полностью подконтрольным власти, занимаются узурпацией власти. То, что описано в Конституции, запрещено узурпировать власть. На самом деле это давным-давно произошло и происходит как раз вот и на этих невыборах. То есть целый ряд, значит, четких совершенно претензий к Путину, по которым он не имеет права идти на выборы. И тем не менее выборы уже, мы видим, что фактически мы знаем, что будет 65% или даже 70-75% по разным регионам за Путина, и явка будет сделана 80%, то есть фальсификации сплошные. Мы имеем дело со спецоперацией, в которой принимают участие все ветви власти. И вот то, что они срослись в этом, это тоже особенности характера режима. И то, что выборов нет, и то, что нарушены все основы Конституции, а они все, то есть формирование власти на выборах нарушено, свобода слова нарушена, свобода митингов, собраний нарушена. То есть все, что можно перечислять, все, что относится к основным человеческим правам и свободам, все изничтожено фактически. И мы погружаемся. Более того, страна за счет того, что мы получили вот этот неизбранный депутатский корпус, влезла в войну, а это самая настоящая война, она длится уже вот на сегодняшний момент 4 года. Война России с Украиной, до этого была война аж в 2008 году, и она не закончилась против Грузии. Война идет больше 2 лет против народа Сирии, где поддерживается режим Асада, который совершенно это диктаторский режим, с огромными человеческими жертвами, с конфликтами. Кроме того, идут внешние вмешательства, как и по США. Вот сейчас конфликт идет по Англии, вмешиваются в Европе в выборы, во Франции, в Германии. То есть кругом идет такая агрессивная политика противостояния Западу и демократическим ценностям. Вот, на мой взгляд, к сожалению, страна идет в такую пропасть. С полным нарушением всех основ по Конституции. Сделать этому, к сожалению, пока ничего не удается, потому что сильнейшая пропаганда, телевизионная пропаганда, вот таким образом она влияет на народ, что, к сожалению, поддерживается. И полный контроль над УИКами, и поддержка. Ведь фальсификация будет происходить под защитой полиции, прокуратуры, Следственного комитета и судов. Если до судов что-то дойдет, то все будет... То есть вот все эти ветви власти работают, как я говорю, веник единых прутиков. По тому примеру, как это было в Италии.
К сожалению, вот мы получили такой государственный режим на сегодня. Так, если можно, я пару слов добавлю. Я у себя на странице в Фейсбуке сделал опрос среди, ну, как бы тех, кто следит за моими публикациями. Это за кого вы будете голосовать на предстоящих выборах, за Путина или не за Путина. Выяснилось, что за Путина будут голосовать четверть процентов тех, кто участвовал в этом. 25. Четверть от сотни, да, то есть, пардон, 25%. 75% планируют голосовать не за Путина. Не за Путина. То есть речь ведь идет о том, имеет ли право господин Путин, вот как уже в ЦИОМ объявил, что он уверенно победит уже в первом туре при очень хорошей явке и так далее, и так далее. Этот материал тоже я выложил. Вот. И получается, что да, он обречен на фальсификацию, потому что реально вот думающая часть общества, она точно 3/4 всех голосующих проголосует против. Даже если предположить, что в деревнях там необразованные люди проголосуют, там, допустим, там 75% проголосуют за Путина, но в деревнях живет мало народу, все в основном живут в городах. Ну, в частности, у нас в Уфе там больше 1 миллиона людей. То есть получается, что по идее в Башкирии он не должен в первом туре пройти. А на второй тур, естественно, они боятся выйти, потому что он там, ну, практически любому кандидату может проиграть. Я думаю, что Павлу Грудинину он